Включат в список системообразующих предприятий. Авиакомпания «Якутия» претендует на поддержку государства. Пособие в максимальном размере, сколько выплатит якутянам, потерявшим работу. Продовольствие республики. Вопрос стратегический. В Хангаласском районе готовятся к посевным работам. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В России 4070 заболевших коронавирусом за последние сутки. За весь период 2590 выздоровели и 273 скончались. За сутки в Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмонии и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших пациента от 34 лет до 91 года, говорится в сообщении. Отмечается, что у мужчины 34 лет был установлен диагноз пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких. Также он страдал синдромом Пиквика. Авиакомпанию «Якутия» включат в список системообразующих предприятий страны, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях. По словам главы региона, отрасль авиаперевозок является одной из наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Решением президента страны выделяется 23 миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли. Мы надеемся, что сегодняшнее решение о включении авиакомпании «Якутия» в число системообразующих компаний России поможет претендовать на эту поддержку, заключил Айсен Николаев. Граждане, потерявшие работу с 1 апреля и обратившиеся в службу занятости, получат пособие в максимальном размере. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, его сумма в республике увеличится на размер районного коэффициента. Постановление о выплатах в апреле-июне 2020 года подписал в пятницу председатель правительства страны Михаил Мишустин. На территории Центральной и Вилюйской группы районов максимальный размер выплат составит от 17 до 20 тысяч рублей. В северных районах республики максимальный размер пособия составит 24 тысячи. Мы вместе. Под таким девизом в условиях борьбы с распространением COVID-19 российские волонтеры помогают жителям страны справляться с возникающими проблемами. А Якутия, не покладая рук, трудится республиканский волонтерский корпус, сокращенно РВК. О его деятельности Сергей Михедов. На сегодняшний день к волонтерскому движению в Якутии присоединились почти 2500 человек. И с каждым днем эта цифра продолжает расти. Ежедневно РВК республики принимает более 300 заявок, а общее количество обращений превысило 7500, и практически все из них уже отработаны. Для обеспечения мобильности к волонтерам прикреплены 5 машин правительственной автобазы. Кроме того, в Якутске у волонтеров имеется 33 личных автомобиля, а по всей Якутии около 270 авто. Что касается географии, то волонтерские штабы есть уже во всех районах Якутии. Сейчас вы видите сводные данные по количеству волонтеров и общим заявкам в республике. Согласитесь, цифры внушительные. Радует, что в Якутии много неравнодушных людей. Но, как известно, лишних рук не бывает. Поэтому, если вы готовы помочь, то присоединяйтесь к республиканскому волонтерскому корпусу. А занимаются добровольцы вот чем. В первую очередь это помощь одиноким пожилым людям старше 65 лет и инвалидам первой группы в покупке лекарств и продуктов, предметов первой необходимости, оплате счетов ЖКХ или выносе мусора. Чтобы подать заявку на получение помощи, достаточно позвонить по номеру 84112, это код города Якутска, 35 10 46, или в республиканский колл-центр Минздрава 8 800 100 14 03. Оказывают также психологическую и юридическую помощь. Для этого нужно звонить в единый федеральный колл-центр волонтеров по номеру 8 800 200 34 11. Здесь тоже принимают заявки на оказание помощи. К слову, колл-центр регистрирует и желающих стать волонтерами. Зарегистрироваться можно и на сайте www.мывместе2020.рф.
Накануне РВК от анонимного благотворителя было получено 640 антисептических средств. А волонтерскому корпусу Вилюйского района, а именно в Чучунский наслег, где был зарегистрирован один случай COVID-19, передали 500 медицинских перчаток, 12 аэрозольных дезинфекторов для рук, 50 многоразовых масок, 20 дезинфицирующих гелей. Как видите, помощь волонтеров также не остается без внимания. Многие вынуждены оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, но к сельскому хозяйству это не относится. Продовольственная безопасность республики – вопрос стратегический. Если не посеять сегодня, завтра попросту нечего будет есть. О том, как аграрии Хангаласского улуса готовятся к посевной кампании, расскажет Виолетта Засимова. В этом году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в Улусе составит 5174 гектара. Больше половины, 2807 гектаров, будет занято под кормовые культуры. Это на 38 гектаров больше, чем в прошлом году. Но в то же время уменьшилась площадь под зерно. Если в прошлом году было посеяно 1801 гектар, то нынче 1532 гектара. Не в последнюю очередь это связано с тем, что одно из крупных сельхозпредприятий района, экоферма Туймада, с этого года решила заниматься лишь кормовыми культурами и отказалась от посева зерновых, посадки картофеля и овощей открытого грунта на своих полях. В основном у нас будет овес, и подсолнух, кукуруза, и многолетние травы. Посадки картофеля и овощей открытого грунта останутся на уровне прошлого года – 700 и 135 гектаров соответственно. Семенным картофелем хозяйство Улуса обеспечит ООО «Наука». Предприятие совместно с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства заготовило 62 тонны семенного картофеля «Супер-элита» для реализации хозяйством Улуса. Еще 10 тонн заготовлено для реализации частным лицам. У нас сейчас реализационный картофель «Супер-элита» полностью готова уже к отпуску. Некоторые хозяйства уже свое забрали. Ждем теперь, вот несколько хозяйств еще должны забрать. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства Улуса, весенне-полевые работы стартуют в первой декаде мая. Сейчас подготовка, в основном идет подготовка техники, сельскохозяйственной машины. В основном завоз семян и минеральных удобрений выполнен на около 100%. В одном из своих обращений Владимир Путин заявил, что устойчивость экономики страны в нынешних условиях во многом будет зависеть от аграриев. По словам Путина, сельское хозяйство – та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно. Свою республику мы, надеемся, обеспечим, да. Хозяйства, которые у нас берут семенной картофель, тоже, наверное, обеспечат, потому что полный объем, мы 62 тонны, которые госзаказ у нас, мы выполняем. Это обеспечить кормами, это наша святая обязанность. Мы делаем все, чтобы это сделать. А насчет болезни, какой любой карантин будет или что будет, но все равно мы должны жить и работать, и будем работать. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Готовятся к посеву и в Амгинском улусе. Весенние полевые работы проводят 5 хозяйств. Под посевную площадь отведено 8 тысяч гектаров, из них зерновые 3 тысячи и кормовые культуры займут 4 тысячи гектаров от общей территории под посев. Для весеннего посева требуется 900 тонн семян зерновых и кормовых культур. Недостающие в улусе 400 тонн завезут до конца этого месяца. В работе будут задействованы 155 человек. Идет поставка семян. В данный момент пока 98 тонн прибыло. И говорят, до 25 апреля поставка семян до Бестяха все 100% будет. Якутянка Александра Ушницкая из Татарстана во время самоизоляции начала проводить спортивный онлайн-марафон «Сидим дома и заботимся о себе». Движение – это основа жизни, уверена педагог. Свой день она начинает с энергичной зарядки с элементами суставной гимнастики, растяжка, махи ногами, плавные подтягивания. И призывает всех также присоединиться к столь полезному делу. Тем более самоизоляция – это отличный повод для новых стартов.
Для себя поставила такую цель, что я за эти дни самоизоляции каждый день чему-то новому должна научиться именно в информационно-технической компетентности. Сейчас я умею делать небольшие видеофильмы, умею делать различные нарезки и научилась по прямой связи вести различные занятия, курсы. Стоит отметить, что онлайн-зарядка заразительна. Только за несколько дней число подписчиков ее аккаунта в популярной соцсети многократно увеличилось. Теперь это не только жители Якутии и Татарстана, но и Франции и Казахстана. Ее марафон стартует каждый день с 6 утра по казанскому времени. И, как признается Александра Егоровна, самое главное в зарядке – профилактика суставных заболеваний. Это она доказала на собственном примере. Лет 5 назад был у меня острый остеохондроз. Благодаря именно этой гимнастике я сегодня на 99% освободилась от остеохондроза. И это, я думаю, очень нужный и хороший и серьезный результат. Главное отличие этих упражнений, они несложные. С другой стороны, даже они простые, но надо их делать правильно и систематически, и посильно. Что изоляция не всегда заточение, убеждены жители Алдана. Освободившееся от работы время можно провести с удовольствием и с пользой. Как проходят дни в вынужденном домоседстве алданца, расскажет Татьяна Вахнина. Ограничения, предусмотренные карантином, переносятся без особых проблем, признается Наталья Труфанова. Разве что не хватает живого общения. Наталья Владимировна руководит клубом «Чудеса рукоделия». И рукоделие, по мнению мастериц, действительно способно творить чудеса. Я сделала для комфорта себе такой органайзер. В этот органайзер входят весы, можно поставить, салфеточки и емкости для нужд, которые нужны на кухне любой женщине. Образование клуба Наталья Труфанова инициировала чуть более года назад. «Чудеса рукоделия» объединили порядка 20 мастериц, жительниц Алдана. Шитье, вязание, плетение из лозы и бисера, техника декупаж, шедевров сотни. В изоляции процесс творчества и саморазвития не останавливается. Наталья Владимировна освоила новую для себя технологию изготовления сувениров. Вот такая черепашка – это новый для меня вид. Это изделие из ваты. То есть это для меня совершенно новое было что-то. И вот у меня получилась вот такая звезда морская и такая черепашка. И мне это очень нравится. Семье Струговец изоляция дала возможность привести в порядок домашние дела. Анатолий Дмитриевич – педагог дополнительного образования Алданского центра семейного устройства. В конструировании, компьютерных премудростях и вождении автомобиля учитель ас. Впрочем, строительство ему также не чуждо. Во время карантина нам скучать некогда. Вот решили переделать старую теплицу. Всегда найдется работа у тех, у кого свой двор. Научить учиться и добывать знания самостоятельно – такова главная задача Антонины Николаевны. В Центре семейного устройства 3 месяца назад открылся лекторий будущего. С помощью интерактивного оборудования и новейших технологий освоение нового у воспитанников Центра стало более глубоким. За учебу Антонина Николаевна спокойна. Работать самостоятельно школьники научились. А она пока готовится к сезону садов и огородов. В этом году особенно порадовали перцы. Вот 7 перцев из пачки уже цвести начали. Алданцы убеждены, сохранение здоровья и победа над бушующей хворью в равной степени зависят как от грамотного и ответственного отношения к себе и окружающим, так и от позитивного настроя. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий.